Добрый вечер всем нашим зрителям, всем тем, кто нас смотрит на странице Арча Медиа в Фейсбуке, в YouTube-канале Арча Медиа, на телеканале Next TV и кто слушает нас с радиостанции Next FM. Мы рады всем нашим зрителям и слушателям. Сегодняшняя тема, мы будем говорить о деколонизации. И повод такой несколько необычный, хотя, в общем-то, может быть и ожидаемый повод, но достаточно серьезный и политический повод к этому разговору. Дело в том, что я напомню, во время минувшего Курултая в Бишкеке спикер Джугурку-Кенеша Нурлан Шакиев предложил переименовать районы Бишкека. В общем-то, заявление для нас, жителей Кыргызстана и жителей Бишкека, достаточно рядовое и привычное, потому что об этом мы слышим там раз в год, наверное. Кто-то из депутатов городского Кенеша поднимает эту тему, или кто-то из горожан поднимает эту тему, что да, пора там переименовать какие-то районы Бишкека. Как бы это такая... Для нас это была достаточно такая больше даже коммунальная, может быть, тема. Но так случилось, что на это предложение спикера Джугурку Кенеша почему-то внезапно отреагировали депутаты Государственной Думы Российской Федерации. В частности, депутат Светлана Журова, радиостанция «Говорит Москва», достаточно известный пропагандистский тоже ресурс российский, взяла интервью у депутата Госдумы Светланы Журовой, и сказала она вот что, как она прокомментировала предложение спикера парламента Кыргызстана. Это не просто так все, говорит она в интервью. Это первые маленькие шаги, чтобы в итоге выдавить полностью русский язык. Я в этом ни секунды не сомневаюсь. Наверняка с нашей стороны будут пока, наверное, просьбы этого не делать, потому что это, несомненно, нарушит права русских людей в Киргизии, многие из которых там проживают. Наша связь таким образом будет теряться. Потом следующий этап школы, потом еще какой-то будет, как в Грузии, когда молодежь, к сожалению, где молодежь, к сожалению, практически не говорит на русском языке. И далее следующая бомбическая тоже фраза. Мы знаем, что и на Украине тоже с этого начиналось. Защита, казалось бы, национального государственного языка, но в то же время, чтобы люди потихоньку понимали, что они больше на русском говорить не будут. И далее депутат не исключила, что этот вопрос обсудят на высшем государственном уровне. И еще одна бомбическая фраза. Возможно, доложат Владимиру Владимировичу, и он немножко сделает какое-то замечание коллеге, президенту Киргизии. Ну, в общем, вот такое заявление Светланы Журовой. В довесок к нему прозвучали подобные заявления еще от парочки депутатов Госдумы Российской Федерации, которые вызвали вполне закономерную общественную дискуссию в Кыргызстане. И, может быть, даже к лучшему, да, что мы начали об этом говорить. И вот не случайно сегодня мы в гости позвали, наконец-то я представлю нашего гостя, Эльмиру Нагайбаеву. Это инициатора и подвижника, человек, который автор платформы СМД, платформы памяти, восстановления памяти. Эльмира, добрый вечер. Добрый вечер, Дмитрий. Ну, вот такой у нас немножко повод, не очень хороший для нашего разговора, но я думаю, что сам наш разговор будет очень полезным и для Кыргызстана, и для кыргызстанского общества, как и та деятельность, которую вы ведете. Первый вопрос у меня такой, наверное. Что такое деколонизация? Давайте с этого начнем, с каких-то простых вещей. Дмитрий, а можно я сделаю шаг еще раньше, назад? Да? Потому что когда мы хотим понять, что такое деколонизация, постколонизация, надо вообще понимать, что такое колонизация. И когда мы добавляем приставку, мы пытаясь деликатно, переходим в этой теме. Многие считают, что Советский Союз не был, или там Российская империя не были колонией. И мы, наверное, должны начать с этой дискуссии, потому что люди начинают сравнивать с британской колонией и так далее. Прежде чем говорить о деколонизации, мы должны прийти к общему знаменателю в понимании того, что Российская империя, а потом Советский Союз, это все-таки была колонией. И если мы придем к этому консенсусу, нам легко будет распаковывать все те подобные кейсы, о которых вы сейчас привели пример, условно скажем, кейсы Журовой.
которые нас сегодня так эмоционально воспринимаются. Потому что речь идет, когда мы говорим о деколонизации, мы говорим о периоде, который, о некотором отторжении той колонии, в которой мы были. Но здесь есть еще такой момент, что любая колония, уходя, она не уходит однозначно полностью. На смену любой глобальной колонии приходит другая колония. И тогда мы должны себя в этом пространстве четко понимать. Колонизация – это когда… Вообще тема деколониальности – это тема не против кого-то. Это вообще тема о себе. И она не такая нервная и не такая отрицательная, не такая агрессивная, как многие ее боятся или так изображают. Это вообще вопрос о себе. Как мы представляем самого себя и тех самых иных, которые так или иначе мы считаем давлеют над нами. Вот когда мы определимся с объектом и субъектом вот этого нашего процесса нахождения, существования, тогда мы можем говорить обо всем другом. И если мы говорим сегодня о той ситуации, связанной с поводом для нашей дискуссии, то надо понимать, что это, мне кажется, что это роскошный пример того, что мы наблюдаем все последние 30 лет. И это такая вот подчеркнутая рамочка, что на самом деле, если мы стараемся идти таким путем суверенитета, путем независимого государства, общества, то наша бывшая метрополия так не считает, что метрополия считает себя до сих пор нашей, и воспринимает нас как колонию. И поэтому речь даже не просто о каких-то переименованиях. Речь идет о языке, но языке не этническом, а языке колониальном, когда нам что-то разрешают или не разрешают, или мы должны, или мы, или наш президент должен попросить разрешения у президента вообще другого государства. Или вопрос переименования районов и улиц, который на самом деле очень актуальный и резонный. Почему на 3-й год суверенитета Кыргызстана мы до сих пор живем там Ленинский район, Октябрьский район, Свердловский район? Это вообще вопрос к нам. И если задавать это не с точки зрения колониальной оптики, а как раз-таки с точки зрения деколониальной оптики, я бы сказала, например, задала вопрос: Дмитрий, вы почему до сих пор живете в Октябрьском районе, а почему я в Ленинском? Какое это отношение имеет к реальности? Но когда это задает человек с другой колокольни, с такой колониальной колокольни, и возмущается, и еще подменяет, здесь, вы понимаете, здесь еще такая этническая подмена с русским языком. Мы видим определенную там манипуляцию. очень много приемов манипуляции использовано Да, вот в этом коротком тексте. Это важно да. подчеркнуть. Потому что речь идет о переименовании улиц. Это такая как бы семантика. Но здесь вообще нет речи об этничности. Хотя о ней мы тоже можем поговорить, почему нет. И Но в данном нет случае… речи о русскости, да, там о какой-то русской идентичности или о русском языке. Вообще Здесь, речь идет да, здесь речь о идет о десоветизации больше. каких-то, да, здесь речь идет о каких-то актуальных темах. Как, например, очень многие молодые люди, когда мы задаем им вопросы, почему там такой-то район, Свердловский район, Октябрьский район, у нас уже нет там условно Великого Октября, у нас уже поменяли как бы семантика такая, праздники, красные даты, я не знаю, как они называются, символические даты, они уже ушли, мы уже живем в другом государстве с другими измерениями, но у нас все еще, так скажем, топонимика, она оттуда, и люди не могут понять. И поэтому вот происходит, когда мы меняем и актуализируем ее с нашим современным независимым суверенным государством Кыргызстан, это, в общем-то, нормальная логика. Но вот в данном кейсе здесь, во-первых, подмена с этническим, здесь такой довольно надменный снобистский тон, да, здесь такое привлечение сторонних, такого патерналистского, да, мы скажем нашему папе, чтобы наш папа пожурил вашего папу. Мы понимаем, о ком речь, что речь идет о президентах, но в данном случае здесь такое патерналистское отношение и к своему государству, и к нашему государству, да, и ваш папа поддаст вам по попе, да, но вот эта сама логика, она довольно такая
патерналисткой, я бы назвала ее такой авторитарной. Ну и достаточно недвусмысленный кивок в сторону Украины. Я лично в этом увидел даже элемент угрозы, что посмотрите, что мы сделали с Украиной, то же самое может ожидать и вас. Я это так расценил. Ну, если мы рассмотрим последние такие риторики с Казахстаном, они постоянно идут в контексте Украины. А если учитывать, что там одна общая граница, то мы видим постоянно нервные такие реакции и со стороны казахстанского общества, и со стороны российского общества. И тема Украины, она как бы как дамоклов меч там находится. И когда это говорится уже по отношению к Кыргызстану, это тоже о многом говорится, но там даже не Кыргызстан, а Киргизия. То есть там даже это в общем-то, советский язык обозначений. Но здесь, Дмитрий, я бы не стала, мне как-то немного, я вообще удивляюсь тому, как у нас люди очень реагируют на различных российских спикеров. Там, я не знаю, ну, понятно, сейчас говорит официальное лицо, безусловно, официальное лицо должно как минимум соблюдать какой-то протокол. Но у нас в Кыргызстане очень важно, там, что сказал как некий Варламов, что сказали некоторые люди, которые там, во время мобилизации сюда прибыли, и как они относятся. У нас действительно так много пиететов, нам так важно, как мы выглядим со стороны, и мне кажется, что нам нужно думать больше о том, как мы чувствуем и видим себя сами. Ну а Внутренне как это потребитель. делать, Эльмира? Кто должен, так скажем, давать какой-то толчок, если проблема в нас самих кроется? Как решать эту проблему? Ну, Это же проблема всего общества. Ну, здесь не только общество, здесь есть два аспекта. С одной стороны, это проблема общества, а с другой стороны, конечно, это проблема элит или, скажем, власти, которая конструирует или формирует вот это вот, ну, я не знаю, national building, state building, и это тоже очень важно. Но если мы говорим о колониальности, мы видим такую стерильную, мягко говоря, позицию наших властей или ее некоторую лояльность. Потому что я не думаю, что будет прям какой-то реакции от первых лиц и даже от МИДа нашего государства на вот такого рода высказываний. Поэтому таких высказываний очень много, они не редкость. И реакция наша такая И их шепотная. будет еще больше, если мы будем говорить об этом шепотом, или вообще молчать и проглатывать это? Но мне кажется, это уже такая норма. Мне кажется, что это проглатывается уже постоянно на протяжении 30 лет. Ну, ни для кого не секрет, что наша каждая приходящая власть, она, ну, как бы по-разному, но так или иначе лояльна. Она так или иначе сформирована, это поколение, которое сформированы в той стране, поэтому они уже, не знаю, на генетическом уровне лояльны. Вот сейчас как бы пришли ребята, которые несколько иначе воспитаны, но судя по тому, как они себя позиционируют, в общем-то, такие же. Вот. Но и здесь зависит от того, как они пытаются вообще формировать, выстраивать самого себя, да, вот кыргызстанское общество. Но и в этом смысле, если мы посмотрим, то мы довольно стерильно себя формируем. Вот недавно, например, были Дни памяти. Дни памяти есть у всех центральноазиатских государств. Например, в Казахстане они звучат Дни политических репрессий и голода. У узбеков они звучат Дни политических репрессий. А в Кыргызстане это Дни истории и памяти предков. То есть, Очень мягкое понимаете, там... название. Да, то есть ни о чем, да? Например, когда мы говорим Дни памяти, Дни истории и памяти предков, то например, мусульмане, они по дарвинской теории, да? То есть о каких предках вообще идет речь? Мне кажется, что это очень абстрактно. То есть мы даже к своей истории, к своему прошлому подходим очень-очень, так мягко говоря, стерильно, чтобы не обидеть никого, особенно из бывшей метрополии. Мы сами себя так позиционируем. Мы до сих пор разрешаем себя называть вульгарно, да, ну, как бы Киргизией.
И никто на официальном уровне это никак не поправляет. Хотя мы видим, что другие государства, которые позиционируют себя как суверенные, состоятельные государства, ведь это речь идет о достоинстве лица в том числе, они исправляют это и в текстах, и в языке. Мы позволяем себя называть по-разному. Если это не делает государство, то у нас это начинают делать элиты во всяком случае. То есть ну, достаточно образованные люди в обществе, в том числе лидеры мнений, они сейчас об этом начали говорить очень громко. Это поможет? Это правильный процесс, как вы считаете? Если этот процесс, пока это игра в одни ворота, так скажем, да, то есть об этом говорит общество, лидеры общественных мнений, элита, вы об этом говорите, там, я об этом говорю. Но пока это получается в одни ворота. Это правильно? Это правильно. Но во всяком случае, у меня есть такое ощущение, что там во власти, во-первых, надо понять, кого мы называем элитой. Да? Например, для меня элита – это чисто рациональная, позиционная часть общества, у которой есть доступ к власти. Говорить там о некой интеллигенции, о неких элитах мне очень сложно. Но если мы говорим о людях, чей голос слышен, то, безусловно, это важно говорить. Потому что в инстанциях власти у меня такое ощущение, что нет какой-то промежуточной аналитической инстанции, которая бы это интегрировала в общую там, политику, там, я говорю, national building, национального строительства, государственного строительства. Ведь как корабль назовешь, так он и поплывет, и поэтому об этом говорят люди. Потому что речь идет об идентичности, да, и людям очень важно, как воспринимают лично их и как их государство. Людям очень важно, как воспринимает их таможник на таможне, когда рассматривает их паспорт, потому что речь идет о достоинстве. И тогда отдельные лица, личности Кыргызстана в частности, они задумываются об этом достоинстве. Но почему люди во власти об этом не так много не думают? Да? Вот это же тоже очень важный момент. Именно власть, как правило, конструирует вот это восприятие идентичности и государственной, и такой вот общественной. На сегодняшний день у нас такой работы не ведется, и мы такая пространная общность. Вот у нас там есть должность госсекретаря появилась, какие-то программы пишут. Ну, как бы мы не видим, да, движения вот в эту сторону. У меня сейчас другой вопрос. Вот в этой риторике Журовой и каких-то еще депутатов звучит такой месседж, что мы, Кыргызстан, или, как они говорят, Киргизия, что-то должны советской власти, Российской империи, что советская власть дала нам там заводы, фабрики, гидростанции и прочее, что Российская империя дала там, я не знаю, образование, там что-то такое, да, постоянно звучит вот эта риторика. Мы себя, что мы должны, так скажем, и можем ли мы говорить о том, что мы что-то должны? И как избавиться нам от вот этого чувства долга, ложного и навязанного, видимо, ну, и как я предполагаю сейчас. Вот то, что я сейчас скажу, это не только моя точка зрения, это в том числе академические интересные исследования есть на эту тему. Вот Россия, она удивительная страна. Она еще с досоветского времени проецирует свои комплексы на страны Центральной Азии и Кавказа, и формируя из себя такого образ реформатора или образ цивилизатора. И поэтому это вот некоторая такая цивилизация, которая несет свет и благость и так далее, и так далее. И как у нас очень многие говорят, там все. И когда она формирует такой образ, вот, знаете, сейчас же, вот, если мы говорим о колонизации, о деколонизации, есть очень интересные, вот как развивается теория. Я не буду говорить заумные слова, но она вообще соприкасается с темой угнетения. Когда метрополия угнетает колонии, есть такая некая обширная метафора,
Это как вот в патриархальном обществе, там, мужчина и женщина, да? Женщина всегда должна быть благодарная, терпеливая, устойчивая и так далее, и так далее. И колонии должны быть всегда такие благодарные, терпеливые и так далее, да? Это вот как бы Это одна сторона. похоже на стокгольмский синдром, когда заложник начинает испытывать какое-то, да, сочувствие своему насильнику, да, или тому, кто берет заложника, террориста. Ну, вы понимаете, вот Что-то сродни. вот этой ситуации, да, это же специально вырабатывается, то есть у колонии вырабатывается чувство благодарности, чувство, ну, до сих пор же очень многие говорят, что, о чем вы говорите, если бы не Ленин, если бы не Сталин, мы бы до сих пор там на узниках ездили. Нам это формируется представление, что до вхождения в колонии у этого конкретного общества не было ни истории, ни алфавита, никаких признаков цивилизации. Специально это общество варваризирует, ориентализирует и так далее. И формируя некоторую такую иерархию. И поскольку вот этому некоторому колонизатору удостоенная такая миссия несения цивилизации во благо общества, тогда другая сторона, она должна быть всегда благодарной и покорной, и она постоянно что-то должна, да, этому самому колонизатору. Ну, как бы вот эта система угнетения, она формируется всегда вот в этой плоскости. И это мы видим по любой риторике, да, даже сегодня. Дело в том, что вся теория, например, колонизации, она выстроена от европоцентричности. А сегодняшний дискурс, он идет не от европоцентричности, а от россиоцентричности. Да? Поэтому мы с вами сегодня рассматриваем кейс Журовой. Сегодня такую, ну и в советское время, и сегодня Россия берет на себя роль такую патерны, роль такой благостности, которому все должны, и которому все должны быть покорны, и который, не дай бог, переименует какой-нибудь райончик в какое-нибудь другое название. Вот так формируется иерархия. Есть некоторый такой цивилизатор, есть некоторые такие недоцивилизованные, которым была дана великая миссия приобщиться к, ну, ее еще называют там миссия белого человека, да? В данном случае это несколько иное, потому что идет не о европоцентричности, а о россии-центричности. И здесь мы можем рассматривать все современные кейсы, и надо сказать, что 22 год, этот год, дал нам огромное количество новых поводов осмыслять и прошлое, и настоящее с точки зрения колонизации. Вот у меня еще такой вопрос. А что делать действительно с историей и с памятниками истории? Ведь действительно историю трудно переписывать. История была, она есть. То есть был Ленин, был там Михаил Фрунзе. И они, конечно же, эти люди так или иначе влияли на на историю Кыргызстана. И их имена там из истории не вычеркнуть. То есть этот аргумент тоже постоянно звучит. Ну, Как быть с ними? Я почему этот вопрос задаю? Потому что, по-моему, там же на Курултае прозвучала идея о том, что нужно убрать памятник Фрунзе, убрать памятник Шабдан-Батыру. Про Шабдана еще у меня есть вопрос. И кому-то еще убрать памятник из советских деятелей, уже советских деятелей, и вместо них поставить памятник Манасу. но прежде чем говорить о памятниках, вопрос к истории. То, чем, например, я занимаюсь, СМД, это очень активно развивающееся такое направление, дисциплина, которая называется Memory Studies. Дословно память. Чем она отличается от истории? Истории пишут победители, истории пишут придворные или визири, да, так или иначе, в разные времена. Обычно истории пишут заказчикам всегда есть власть, та или иная, выигравшие. И обычно они нам диктуют и в учебниках, и в академических разных изысканиях. Они говорят, что белое, а что черное. Какие люди должны быть герои, кто герои, а кто жертвы. И, соответственно, от этого формируется вот эта плеяда там, героики или жертвы, некий пантеон, которым потом строятся памятники. Ведь и в советское время, ну, скажем так, советская власть формировала определенные фигуры, она высвечивала и ставила им памятники,
А некоторые фигуры она умалчивала. Очень интересные фигуры. Это вот мы недавно только начали говорить там про Розакова, про Абдрахманова, про многих тех, кто сейчас у нас на Табиите, да, на могиле отцов лежат. Ведь долгое время про них не было ничего известно, потому что та власть их умалчивала, а эта власть, наоборот, ставит на пьедестал. Поэтому речь о памяти отталкивается, например, от другого подхода. Это очень важная разница подходов. То есть историю пишут победители, а память сохраняет все нарративы о том или ином событии. Потому что если был некий Фрунзе, то были другие люди, которые ему противостояли, или те, которые были рядом, или жертвы, или герои. То есть на самом деле, если мы говорим о каком-то одном процессе, надо смотреть на разные источники. Вот буквально вчера был очень интересный эпизод об алиутах. Да? Это удивительный народ, который, ну, в общем-то, остался, ну, его так и называют, малочисленный. И вот там показывается земля разоренная, голая, нищая, а посередине стоит памятник. Его постоянно чистят и моют. И он, памятник, называется, я не буду говорить его фамилию, точно не помню, но это как бы памятник человеку, который осваивал эти территории. Что значит осваивал эти территории? Они были совсем пустые, там не было животных, людей, там, конечно, были люди, но вот он как-то это все осваивал, ему поставили памятнику, ну, я не знаю, как Колумбу, да? А люди спиваются, сам народ почти исчез. Ну, поэтому история далеко не однозначна, поэтому я закончила ИСТФАК, и уже к последнему курсу он меня разочаровал. И спустя какие-то годы я начала заниматься памятью. Я нашла альтернативу тому, что меня когда-то не удовлетворило. Но ведь вы тоже пишете историю, и вы не власть, и вы не придворный, и не визирь. Нет, вы знаете, то, чем я занимаюсь, называется гражданская наука. Я совсем не власть, не визирь. Я просто хочу узнать, что было реально там во время репрессий. Я хочу узнать, почему на территории Фрунзе или Бишкека было 3 ГУЛАГа, а мы об этом не знаем. А если были ГУЛАГи, значит, были репрессированы. Почему я до сих пор хочу, например, узнать там про 16-й год, что это такое, да, что это было. Я хочу узнать, кто такие были басмачи. А когда мы подняли вопрос о басмачах, точно так же, как Журова, например, в российских там, СМИ и журналах отреагировало 4 СМИ, в которых нас обозвали бандеровцами, реабилитаторами разбойников. И это просто мы задали вопрос, кто такие басмачи. Да? Или, например, я хочу узнать какие-то вещи про свое собственное прошлое, не про прошлое там Китая, России или Америки, про своего собственного народа, и мне его точно так же запрещают, как нам сейчас запрещают улицы переименовывать. У вас есть ощущение, что когда мы говорим о каких-то таких достаточно сложных вопросах, ну, вроде басмачей или Шабдан-Батыра, когда мы начинаем поднимать эти вопросы, то в обществе начинается какой-то раскол? Я это вижу в комментариях нередко, то есть особенно когда речь идет о Шабдан-Батыре, например. Это недавний тоже кейс, когда ну, то, что мы обсуждали сейчас, то, что было предложено снести там памятник ему, хотя этот памятник был поставлен уже после того, как Кыргызстан перестал быть колонией там, Советского Союза. Шабдан-Батыров в Кеминском районе. И уже звучат... Я просто читаю комментарии и вижу, насколько наше общество очень радикально воспринимает эти вопросы и ведет очень радикальные дискуссии. Даже не дискуссии, а, ну, грубо говоря, срач в соцсетях устраивает по поводу Шабдана, по поводу басмачей, по поводу там Курманджан Датки, которая была полковницей русской армии, да. Как относиться вот к подобного рода кейсам и как снять вот напряжение этой общественной дискуссии, чтобы она превратилась, ну, в какой-то конструктивный дискурс перешла? Потому что, ну, судя по тому накалу, который я видел, люди там глотки друг другу готовы были порвать. И это неприятно. Вы знаете, когда после юбилея Курманджан Датки, да, и после фильма мы с моей коллегой Асель Музакуловой написали такую небольшую такую эссе «Дилемма Курманджан». Мы назвали это «Дилемма Курманджан». И для нас, вот как вот это некоторый стокгольмский синдром, вот есть такая дилемма Курманджан. Да?
Обратите внимание, во время советского периода и вообще во всех авторитарных, особенно государствах, историю и действительно все воспринимается всегда в черно-белых тонах. Или пан, или пропал, да, как говорится. Или красные, или белые. Да, или враги, или братья навеки, да. Контекста не существует. И вот когда мы говорим про какого-то человека, про какого-то героя, вот, например, взять того же Разакова, это очень интересная, яркая личность, но там есть моменты, которые люди всегда будут шептать. И знаете, и Курманджан Датка, и это все люди. Дело в том, что это происходит от того, что мы не знаем своего прошлого. Я избегаю слова «история», потому что мы, когда говорим «история», мы именно в черно-белом цвете все смотрим. А когда мы смотрим память, мы смотрим на контекст. Например, если мы посмотрим на людей, лидеров определенных родов, которые пытались сохранить свой род, свой народ. В данном случае я не говорю о кыргызах, а там кеминскую свою общину, да, или там Курманджан Датка свой род. Я воспринимаю тогда нацию не как этничности, а как рода и их предводители, да. И вокруг Приисыкули в 16 году там тоже были предводители родов, чьи памятники стоят вокруг Иссыкуля, которые тоже так или иначе входили в эту компромиссную политику, с колониальную политику, с одной стороны, с Россией, и с Россией. Они пытались заключить различные договора для того, чтобы сохранить этот компромисс мира и физически сохранить свой род, так или иначе. Это, в принципе, называется политикой. Так или иначе, политикой. Поэтому, когда сегодня предъявляют там, Шабдан Батыру, Курманджан Датки, они вчера ставили им везде памятники, отмечали юбилеи, а сегодня считают их предателями. Видите, опять из белого в черное. Но давайте посмотрим контекст. Многие же их ценят. Это, безусловно, была компромиссная политика, которую мы можем называть, например, компрадорской, потому что Российская империя. Но Российская империя тогда, она была сильнее, вооруженней, организованней, тогда как племена были разрознены. И эти лидеры своих сообществ, они так или иначе умудрились сохранить свои народы, свои рода. И поэтому до сих пор остались в памяти. Я уже не говорю про там, другие плюсы или минусы, но надо всегда понимать, что так или иначе любой народ старается сохранить. Ведь тогда ни у Курманджан Датки, ни у этого Батыра речь же не шла о государстве Кыргызстан, речь не шла там, о кыргызстанцах или кыргызах и всех в частности. Речь шла о Кемине или там речь шла об алайских кыргызах. И они пытались через вот эту компромиссную политику сохранить свои народы. Мне кажется, что всегда, если мы смотрим на какую-то историческую личность или любую личность, нужно смотреть на нее в контексте каких-то определенных. И это очень опасно, как полностью демонизировать эту личность, так полностью ставить его на пьедестал. Вот, например, сегодня самый такой пьедестальная персона у нас, например, Абдрахманов. Это действительно потрясающе интересная личность. Например, мне было бы с удовольствием, я о нем читаю, интересуюсь с точки зрения личности, но она тоже была противоречивая и далеко не однозначная. Если мы знакомимся с дневниками тех, кто был в это время, или, например, Турикул Айтматов, это люди своего времени, люди, которые даже несмотря на то время пострадали от него. Все надо рассматривать в контексте. И Разакова, и, я не знаю, и всех последующих, которые выставят на пантеон. Понимаете, когда это государству всегда выгодно кого-то делать полностью демоническим или идеалистическим. Когда мы будем более зрелы, или если мы возьмем позицию более зрелого подхода, тогда мы будем смотреть на это все в контексте чего-то. Иначе мы будем каждую четверть века менять своих героев, памятники и апостолов. Вы сами испытывали когда-нибудь разочарование, вот, изучая биографию тех или иных героев, исторических героев?
Не испытывали ли вы разочарование, когда узнавали какие-то факты из их биографии? У меня было такое. Конечно, было. Или это тоже неправильно испытывать разочарование? Но вы знаете, Нам же нужны герои. Вот скажите, нам же нужны герои. А как героя лепить? Героя лепить нужно только из идеальных каких-то качеств. ну, нам это кому? Нам, Государство почему так делает? Государство именно лепит героев, поэтому оно их романтизирует, идеализирует. Поэтому я вот со школы, помню, смотрела на Павел Корчагин, да? И вот с одной стороны, вот этот вот дикий восторг, который еще подогревался школьной программой и фанатичной учительницей литературы, а с другой стороны разум. Это же страшная отрешенность. Или не будем говорить, далеко ходить, Курманджан Датка. Я когда посмотрела, главные, если спросить у многих, кто про нее хотя бы что-то знает, главное ее героика и достоинство в том, что она отдала своего сына на заклание вот этой компромиссной колониальной политики. И вот здесь, например, у меня, как у матери, у самой стопор. А вообще это как это вообще с материнским инстинктом сочетается? И вообще как это можно героизировать? Это очень страшная вещь, которая, когда героизируют, я не буду называть советских героев, которых тоже героизируют за то, что они там отдали жизнь и так далее, и так далее. Вот, например, это же вопрос еще государства и человека, это вопрос цены жизни. Например, мы знаем, вот сейчас же всеобщая милитаризация везде, мы знаем государства, где, когда в условиях, когда ты рискуешь физически жизнью, ты должен сдаваться. Что бы ни было, жизнь всегда важнее. И государство тебе внушает, жизнь всегда важнее. А есть государства, где, извиняюсь, да, не извиняюсь, а цитируя этого генерала, да, бабы еще нарожают. То есть массы бросаются в топку войны, и мы сегодня тоже видим вот это вот. К нам же с темы колонизации вернулась и тема милитаризации, к нам же сегодня вернулась тема расизма и многие такие вещи, которые мы, наверное, с советских времен, в общем-то, ассоциировали или с прошлым, или с какой-нибудь далекой страной. Разговор о канонах и разговор о вот канонизации или демонизации вот этого, это, в общем-то, разговор об этом. Оно всегда приводит к тому, вот к некоторой героике, когда ты должен служить Родине, и ты должен погибнуть за Родину, и твоя жертвенность становится священной. И вот здесь начинает вот этот страшный порок, когда государство начинает пропагандировать через вот эти вот вещи другие, вот эту вот жертвенность, часто неоправданную, потому что мы видим, что войны чаще всего происходят из-за блажи каких-то разных личностей с разными особенностями. Вам не кажется, что другой вопрос в продолжение нашей, в общем-то, темы по поводу истории, по поводу того, как относиться к этой истории? Вот есть архивы, о которых мы говорим постоянно, не рассекреченные архивы репрессий, да, засекреченные. И поднимается вопрос о необходимости их рассекретить. Архивы, которые хранятся в ГКНБ сейчас, и ГКНБ отказывается это делать. Что это приведет к какому-то взрыву, буму там напряженности в обществе, что люди начинают, что это вызовет какой-то рост ненависти внутри общества. Если рассекретить архивы, и если мы узнаем, кто на кого писал доносы, так скажем, или чей дедушка писал доносы на какого-то дедушку из другой семьи или прадедушку. Спасибо вам за этот вопрос. Я считаю, что он один из самых важных. И вот эта вот его важность заключается в том, что если мы открываем свое прошлое полностью, если мы становимся зрелыми и осознаем это прошлое, оно не повторяется. Как только мы его закрываем, оно начинает повторяться. Это связано с репрессиями,
Это связано с массовыми репрессиями, это связано и это, безусловно, связано с архивами. Потому что те все зверства, где именно, обратите внимание, государство творило со своими гражданами вот полный беспредел, оно фиксируется в таких документах, как архивы, которые государство потом закрывает и говорит: вы, дети, вы передеретесь. Мы знаем разные практики. Я видела это в Германии, я видела это в Грузии, я видела это в Украине, я видела это в Испании. В Испании, где прошла гражданская война, да, война – это вообще страшно, а гражданская война – это еще страшнее, потому что это братоубийственная война. Я наблюдала это 4 года назад, когда Франко же все-таки выиграл войну, он же еще очень долго находился у власти, и они очень долго сохраняли. И вот спустя многие годы люди стали открывать эту историю. Я разговаривала с простыми людьми, я смотрела, как это делается на уровне элит, власти, они потихонечку стали это открывать. Общество становится более зрелым, более ответственным, когда оно это осознает. Вы знаете, вот у нас в Кыргызстане фамилия Лоцманов мало кому известна. А это фамилия того человека, который подписал документы расстрельных списков. Я уверена, ни одного. Но один из них стал известным благодаря тому, что на Воронцовке открыло это место массовых репрессий, которые мы потом назвали Атебиит. А вообще там 137 человек, изуродованных, которых ломали до гибели, потом ночью взяли и вышвырнули. И там фамилия Лоцманов. Из таких списков было немало. Но на сегодняшний день мало кто знает Лоцманов. Его нет в учебниках, как Берии, например. Но его портрет есть в одном из изданий органов безопасности Кыргызстана. Он висит как труженик, как это, Как труда. один из руководителей. Да, он до сих пор там висит. Как один из И, руководителей возможно, этой службы. да, и, возможно, молодые сотрудники этого учреждения смотрят и думают: вот какой был руководитель, вот бы, может быть, по его стопам. И он пойдет по его стопам, потому что он не знает, что сделал Лоцман. Но И мы он не видим, что знает, некоторые из них там идут по его стопам, в общем-то, и он не, судя по тому, и что да, происходит скорее сейчас. всего, они не знают, что сделал Лоцман, и они не знают, что под эту же раздачу, машину, Молох Лоцманов сам и попал. А И это он же тоже и был надо помнить. расстрелян. Да, он же тоже, а это тоже нужно знать, потому что это вопрос не только о людях, которые стали расстреляны, но и о том поколении, которое было расстреляно. И я уверена, что архивы нужно открывать. И тем более архивы репрессий. Я, например, сама стою на том, мы даже в открытое общество подавали заявку на том, чтобы хотя бы открыли архивы сталинских репрессий. Мы не можем быть зрелыми, полноценными, мы всегда будем иллюзорно воспринимать свое прошлое, если не узнаем то, что было и худшее. Понимаете, вот есть такое понятие, как покаяние. Помните, в Грузии фильм, да, был «Покаяние»? Вот я практически уверена, что грузины прошли это покаяние тогда и сняли об этом фильм. Украинцы прошли это покаяние. Страшное покаяние прошли немцы. И когда Вилли Брандт встал на колени там, в еврейском гетто в Польше, это тоже было покаянием. И это покаяние, оно дает зрелость и ответственность тому обществу, которое до этого доходит. А когда мы говорим о своем прошлом только как о некотором мифическом, героическом, и начинаем о некотором иллюзорном, когда мы отказываем себе больше узнавать о своей национальной травме, например, про Иркут я говорю, да, или если мы боимся того, что мы узнаем, открыв архивы, мы никогда не станем зрелой нацией и никогда не станем ответственными гражданами. Вот этот кейс Журовой, который сейчас достаточно сильно возмутил общество у нас. Не все, конечно, не все общество, однозначно. То есть это, я говорю опять же о тех лидерах мнения, о которых я говорил ранее. То есть люди, которые пытаются там бороться за то, чтобы Кыргызстан был Кыргызстаном, а не Киргизией.
и за национальное достоинство. А, Что, по-вашему, нужно сделать сейчас, после того, как мы прочитали, изучили и как бы увидели этот кейс Журовой? То есть мы понимаем, что это достаточно истеричная, с одной стороны, была реакция. Это был такой выплеск со стороны, там российских представителей России, чиновников российских, депутатов. И это все происходит в контексте войны в Украине. И мы понимаем, насколько там тоже все напряжены сейчас. И вот эти вот выплески, они же достаточно истеричные, нервические выплески, и за ними может последовать еще что-то, какие-то, ну, не слова уже, а какие-то действия там в отношении и Кыргызстана, и, ну, не только Кыргызстана. Что следует сделать сейчас нашему обществу, с одной стороны, первое, и второе, нашим властям? Как нужно реагировать на этот кейс, какие уроки из него извлечь, и как двигаться, в каком направлении двигаться дальше? Нам всем надо понимать, что со времен Жириновского масс-медиа, политики и тем более чиновники в России говорят все, что им все в пределах дозволенного. Если они это артикулируют, это не эмоции, это не истерика. Это им дозволено это говорить. Ну, Это очень... либо даже продиктовано. Да, то есть это не иррациональная реакция, это абсолютно рациональная реакция. Если люди такого толка позволяют себе говорить, значит, еще до этого, где-то там за кулисами, на разных уровнях, они это слышали и получили знак, что они могут себя так вести. Это первое. То есть это очень важно понимать, что это рациональные вещи. Если говорить про общество, ну, общество отдельно, мне кажется, общество нужно больше сосредотачиваться на себе, да? Но мне кажется, что эти посылы, они в первую очередь во власти, да? В конкретной властью, конкретным политикам. Они же, речь идет о том, что как им себя позиционировать и вовне, то есть с другими странами, и прежде всего с Россией. Это очень важный вопрос. Но есть еще более важный вопрос. Как им позиционировать в этой ситуации перед своим собственным народом? Потому что вот у нас всегда человек, находящийся во власти, как бы у него происходит разрыв с реальностью, и он в основном за авторитеты воспринимает представителей других государств, именно колониальных чаще всего, и меньше всего прислушивается к голосам своего собственного народа, к реальным голосам. И более того, когда он их слышит такие какие-то резкие голоса, он пытается их приглушить. Ну, иногда просто убрав их со сцены, да? А может быть, наоборот, может быть, нужно прислушиваться, потому что это не просто голоса, это предупреждение к тому, что происходит в цикличной кыргызской политике постоянно. Да? Мы же это видим. Если ты не прислушаешься к этим голосам, ты нарушаешь этот паритет со своим собственным народом, и народ перестает тебя уважать и ценить. И это тоже очень четко видно. Что происходит дальше, там, по весне я говорить не буду, но это еще вопрос достоинства. Ты формируешь, у тебя власть формировать достоинство и государства, и собственного народа. Если ты идешь на постоянные компромиссы, ну, мне кажется, что с господином Атамбаевым это было очень четко видно, да? Как бы он, где бы он себя не позиционировал, но вот его внешняя политика, она как раз-таки была самой лояльной из всех тех президентов, которые у нас были. И он больше всего потерял на этом свой кредит. Мне кажется, что всем, кто будет приходить дальше, и нынешним ребятам в том числе, нужно понимать. И здесь есть еще второй момент. Одно дело, когда у тебя лояльность к одному лицу, условно, конкретному президенту Путину, а другое дело, у нас сегодня складывается впечатление, что у наших ребят там в власти лояльность даже не к президенту, а к одной конкретной инстанции. Я бы даже назвала ее конторой. И это задает некий другой
вопрос к стратегическому видению нашего государства. И тут бы я вспомнила опять про ГУЛАГ и начала исследование. Спасибо. Ваш ответ понятен. Ну, наверное, финализируя нашу беседу, задам еще один вопрос вот по вашему ощущению. Мы понимаем, что не проводятся какие-то замеры общественного мнения в плане вот таких колониальных и деколониальных вопросов этого дискурса. Общественное мнение не замеряется, опросы не проводятся. Поэтому мы опираемся на свои, может быть, ощущения какие-то. Как вы ощущаете градус и дискурс общественного мнения в плане вот этого колониального фактора и деколониального фактора? Все-таки к чему склоняется наше общество? Ну, в количественные исследования я вообще не очень верю, да, в большие социологические. Тем более тем более динамика такая мощная, мы не поспеваем, да, ее фиксировать, анализировать. Но если мы смотрим по общим голосам, даже на этом самом Курултае, вообще очень интересно как бы сделать соцсрез. В тот день, когда был Курултай, был молодежный митинг, да? И мне кажется, Реакция. с точки зрения социологической картинки, очень визуально было хорошо видно то, что как Лошак показал в своем фильме, да, когда разные поколения по-разному относятся к важным событиям в нашем мире сегодня. Мне кажется, что общество, вот мы сейчас делаем журнал про поколение, да, вот представляете, сейчас сформировалось поколение 30-летних, которые родились в этой государстве и которые до сих пор не могут понять, что такое кыргызстанец и как им ориентироваться. При этом они уже не идеологизированы, ни пионеры, ни комсомольцы, и при этом они до сих пор постоянно видят, как их государство и этничность все еще принижается, да? А это уже зрелые люди, и у них, скорее всего, уже есть свои дети. И здесь опять вопрос к достоинству. А им хочется они уже созрели к этому самовосприятию, самодостаточности и к достоинству. И у них очень серьезный запрос на самореализацию во всех смыслах. Поэтому кто-то уезжает, поэтому кто-то пытается что-то изменить. И это все больше и больше актуализируется. Не может государство находиться в таком пространном состоянии, ни экономически, не подкрепленный ничем-то, ни политически, ни экономически, ни культурно. И этот запрос все больше и больше будет усиливаться. Его можно поменять некими традиционными ценностями, но тоже очень тяжело. Потому что они тоже становятся такими непонятными, да? Но мне кажется, что вот этот запрос, я не знаю, если мы говорим про государство Кыргызстан, как про любое государство тогда начинает формировать идентичность. Гражданскую, как правило, оно должно подкреплять состоятельность своих граждан, своего государства. Это может быть вопросы безопасности, это может быть вопросы любой статусности. Но когда это не происходит, когда общество становится рыхлым, оно начинает бунтовать. И в Кыргызстане это получается, по-моему, лучше всего из того, что я знаю. Хотя я не говорю, что это выход из этой ситуации. Потому что мы видим, что каждая последующая власть, она у нас как бы хуже предыдущей. Но и состояние расшатывания вот этой системы, это тоже очень страшная вещь. Но поскольку никто не берет на себя вот эту самую важную роль national building, национального строительства и государственного строительства, мы очень сильно рискуем. Спасибо большое за этот разговор. Это замечательная фраза. Когда общество становится рыхлым, оно бунтует. На этой фразе закончим. Мы обсуждали кейс Светланы Журовой, мы обсуждали то, как Кыргызстан или как люди в Кыргызстане, отдельные люди, борются с колониализмом и занимаются деколонизацией нашей страны. Обсуждали о том, как сделать, чтобы этот процесс был действительно менял что-то в нашей стране. Спасибо большое, Эльмира. Всего доброго.
Счастливо.